Ну, мы старались играть в своем стиле, доминировать, прессинговать. Что-то получалось в первом тайме. Соперник на пространстве порой, да, достаточно неплохо входил, собственно, подходы были. У нас не было статы впереди, потому что у нас немножко бока и бомбы, они оба выпускали с позиции инсайдов, и не было наконечников. Впереди просили Модулова выдвинуться туда, на свою позицию первого нападающего, и больше там нагнетать. Создали глубину атаки, чтобы там не вылетать, подстраивались. В принципе, получилось. Мне, конечно, гол Антич повлиял. В начале второго тайма ясно, что дал уверенность там. Соперник пришлось раскрываться. Пространство поется, понятно, что у нас выходит хорошее. Воспользуясь пространством и решили матч победы. Абсолютно уверены. Ну, так сложилось. И, может быть, и повторю слова, что мы первый тайм играли очень компактно, зная, что линия атаки Солигорска очень квалифицирована. И по большому счету с игрой мы не дали ничего сделать. Вот, во втором тайме, на 48 минуту, в любом случае, нельзя такие ошибки делать в опорной зоне. И когда появилась возможность у соперника работать с мячом, вот, и они воспользовались моментами, нашими ошибками. Поэтому мы думали во втором тайме перестроить игру после первого тайма, в 48 минуте пропустили гол, хотели перестроить, чтобы ускорить там фланги и так далее. Вот, но получилось то, что получилось. Юлиус Сокин почему не играет? Раз. И второй, почему Николай Януш не играл в стартовом составе? Ну и сразу вопрос Игорю Николаевичу, почему не играет Рудик, и оцените перспективу игры в основном составе Якимова и Жуковского. Ну, Юлиус получил такую неприятную травму, и самое, что неприятно, что на ровном месте квадрата, простой квадратик, подвигнул ногу, насколько моментальная гематома. Сейчас он проходит курс лечения 2 дня уже. Надеюсь, что все нормально. Я не знаю до конца точно, что за проблема, потому что гематома там простой еще никогда не покажет. Вот Януш в обоими у нас есть квалифицированный нападающий тоже. Сегодня, да, завтра, возможно, и он сыграет. У нас еще Николаевский, у нас Кващинский. У нас, к счастью, и в то же время тоже ребята. Скамейка в плане так очень хорошая. Я, кстати, хочу поддержать господина Скрипчика, он говорил, что расширять протокол не 18 человек, а хотя бы 21 условно. Что ребята есть, а приходится не подать заявку. Значит, Рудик травмировал, получил травму на тренировке, поэтому он не тренируется вечно. Что касается Жуковского, он тоже на предсезонке не всегда там выполнял работу, которая надо, потому что он тоже месяц пропустил из-за травмы. Ну, Якимов ждет своего часа, чтобы выйти, играет Бабич или Якимов. 11 человек играет.